Сотрудничество Японии и Якутии обсудили на Восточном экономическом форуме. Какие планы на будущее? Добровольческие планы. Студенты-волонтеры Алданского техникума нацелены на поддержку. Нерингринские футболисты – призеры всероссийских соревнований. Им противостояли команды Дальнего Востока. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Продолжается работа на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Инвестиционный прорыв регионов Дальневосточного федерального округа в национальном рейтинге. Что дальше? Так назвали сегодняшний деловой завтрак. Активное участие в нем принял Айсен Николаев. Он поделился опытом республики по части развития малого и среднего предпринимательства. Рассказал, что в республике функционируют уникальные для Дальнего Востока институты по поддержке предпринимателей, такие как Технопарк, венчурная компания «Якутия», Тассер Кангаласы. Также сообщил о том, что с июля начала работу региональная лизинговая компания с уставным капиталом 2 миллиарда рублей. При этом Айсен Николаев отметил и проблемы. Самой серьезной он назвал отсутствие эффективных коммуникационных каналов между бизнес-сообществом и властью, а также незаконное предпринимательство. Мы в городе Якутске, когда эта проблема стала очень острой, пошли по пути создания межведомственной комиссии, куда по согласованию с прокурором города мы включили всех руководителей федеральных правоохранительных органов, надзорных органов. Прокуратура у нас как лицо беспристрастное просто присутствовала на всех этих мероприятиях и одобряла или не одобряла наши действия. И на самом деле, благодаря вот их поддержке, мы смогли этот механизм сделать очень действенным, когда мы уже согласовывали план мероприятий по тем или иным отраслям, где особо были нарушения. Например, вот по чистой воде, после того, как Ассоциация производителей чистой воды ко мне обратилась, мы провели такую серьезную работу, провели массу проверок, и в результате не только прикрыли вот это нелегальное производство питьевой воды, но и около 60% нелегалов, они стали уже легальными предпринимателями, потому что они все-таки поняли, что работать по закону лучше. Так? Но еще раз говорю, что это очень такой трудоемкий механизм, и все-таки в этой части нам надо законы в стране все-таки пересматривать, каким-то образом улучшать, так, чтобы мы боролись не только с легальным бизнесом, так, но и в первую очередь нелегальный бизнес вообще бы не мог существовать в нашей стране. Соглашение о сотрудничестве подписали правительство республики и государственная корпорация по атомной энергетике «Росатом». Документ определяет порядок реализации проектов сооружения атомных электростанций малой мощности в республике, включая разработку технико-экономического обоснования и проведение проектно-изыскательских работ. В случае реализации проекта сооружение может обеспечить доступным, надежным и качественным электроснабжением населения и промышленные предприятия республики, а также повысить уровень социально-экономического развития Якутии. На встрече за круглым столом Россия-Япония руководитель региона Айсен Николаев подчеркнул динамичное развитие отношений нашего региона с Японией. Он рассказал о создании тепличного комплекса, о ветроустановках в Тикси, о том, что японские технологии оправдывают себя. В планах включение Якутии в проект «Умный город», также безопасная утилизация медицинских отходов. Речь шла и о создании центра изучения мамонтовой фауны. Сегодня у нас направление работы с японскими инвесторами в ближайшие 3-4 года планируется в рамках приоритетных направлений сотрудничества. Первым из них, конечно же, у нас является сегодня уже серьезнейший наш проект по созданию круглогодичного тепличного комплекса с корпорацией Хоккайдо. В самых экстремальных условиях на планете, при температурах зимой до минус 55, у нас уже 2,5 года успешно проработала экспериментальная теплица, которую мы построили, и она доказала эффективность японских технологий в климатических условиях Якутска. Сейчас заканчивается второй этап реализации проекта, он будет закончен в ближайшие месяцы, и следующий, третий этап у нас планируется закончить до конца 2019 года. На полях Восточного экономического форума президент Монголии Халтмайгин Батулга презентовал 7-е международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут с 15 по 25 августа в 2020 году в Улан-Баторе.
Минстрой и Госжилнадзор вышли на совместный рейд по незаконным постройкам в Якутске. Сотрудники посетили 4 объекта. Здания, построенные на самозахваченной земле, не соответствующие документации и построенные без разрешения. Как правило, жилье в таких домах продается неофициально, а по так называемым серым схемам. В некоторых из них люди купили квартиры и живут. Они стали заложниками ситуации. Владельцы не могут не оформить жилье в собственности и, соответственно, не могут продать. В суде такие дела очень сложно выиграть, так как в большинстве своем нет доказывающих документов. Главная цель рейда – предостеречь людей от покупки такого жилья. В случае приобретения этих жилых помещений, можно сказать, жилых помещений, да, в будущем у граждан будут возникать очень большие проблемы по оформлению права собственности. Кто пытается продать, они будут пытаться продать по низкой стоимости, но тем не менее не надо на это вводиться и не надо приобретать. Нарушителям, к сожалению, по действующему законодательству такого большой угрозы нету. В новом учебном году у студентов-волонтеров Алданского политехнического техникума множество идей. Добровольцы готовят благотворительные акции, нацеленные на поддержку детей, пожилых людей, одиноких и малоимущих. Своими планами они поделились с нашими корреспондентами. Мы каждому поможем, готов на все ответ. Круче волонтеров в этом мире нет. Волонтеры Алданского политехникума отправились по улицам города. Им предстоит распространить несколько сотен листовок о вреде алкоголя. Пропаганда здорового образа жизни для студентов является задачей приоритетной, но не единственной. Дел в свободное от учебы время у добровольцев много. Так Евгений вечер вновь проведет с собаками. Он выхаживает бездомных животных и находит им хозяев. Именно домашних собаки, кошки, те, которые прям уже худые, немощные, их откармливать, отмывать, все такое. И, конечно же, не у себя же их дома держать, надо раздавать по группам, все такое. К волонтерской деятельности большинство ребят приступили гораздо раньше, чем стали студентами. Отдачу от бескорыстно делаемых добрых дел, признаются юноши и девушки, невозможно описать. Добровольчество – это навсегда. В 5 классе мы поехали в Тукам с выступлением. Были различные песни и фокусы. Тогда было много эмоций и для детей, и также и для нас. Благотворительные традиции в техникуме давние и крепкие. Без участия студентов не обходится ни одно мероприятие. Весной ребята объединились в клуб волонтеров. Единство, по мнению добровольцев, будет способствовать более плодотворной деятельности. Несмотря на то, что мы все делаем добрые дела, у нас есть общее дело, мы все как одна большая семья. Мы сплоченные, мы дружные. И я в этой деятельности уже 3-й год. И из года в год поступают все новые и новые люди. И это новые знакомства, новые друзья. И мы все очень дружные. И я горжусь тем, что я волонтер. Благотворительные акции, работа с детьми, поддержка пожилых людей, сотрудничество с социальными организациями. На пороге нового учебного года планов у ребят громадье. Хотелось бы в первую очередь попасть на международный съезд волонтеров в Якутске. Также побывать участвовать в больших мероприятиях, что времени свободного очень много. И все это время я трачу как волонтер. Волонтеры убеждены, покоряем и любые высоты. Главное – определить цель и начать действовать. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. В Якутской кадетской школе-интернат торжественно открыли 8-е республиканские военно-спортивные игры «Защитник Отечества». Они посвящены 100-летию ветерана Великой Отечественной войны Семена Флегонтова и системы дополнительного образования детей в России. Ученики с 7 по 11 классы, 60 детей, воспитанники кадетских классов, кадетских корпусов, военно-патриотических клубов, образовательных организаций республики будут соревноваться в течение 3 дней. Строевая подготовка, огневая подготовка, физическая подготовка, потом сноровка, сплоченность коллектива. Вот это все мероприятия, эти спортивные, которые проходят мероприятия, они именно выявляют это все. И отрабатывают у молодых людей чувство локтя, чувство ответственности. Подготавливают ребят в будущем, конечно, для того, чтобы они могли служить в вооруженных силах. Похвастаться достижениями могут воспитанники футбольной школы Нерюнгри. Они заняли 2-е место на всероссийских соревнованиях. Им противостояли команды Дальнего Востока. Как удалось якутским футболистам стать одними из лучших, расскажет Александра Цыбикова.
5 команд приняли участие в зональном турнире «Дальний Восток» во всероссийских соревнованиях профессиональных клубов и спортивных школ. На старт состязаний в городе Находка вышли ЦСКА Хабаровск, Океан Находка, Луч Владивосток, футбольный клуб «Сахалин» и сборная Якутии из детско-юношеской футбольной школы. Стараются, прогрессируют. Есть такое понятие, как дисциплина, самодисциплина. И они уже профессионально ориентированы, то есть они все мечтают стать профессиональными футболистами. К этому надо идти. Сложно, упорно, трудно, но ребята стараются. И положительный результат налицо. Республиканская сборная состоит из воспитанников специализированной детско-юношеской футбольной школы. Домашние матчи и тренировки ребят проходят на крытом стадионе «Горняк». Вот уже 6 лет сборная республики входит в любительскую футбольную лигу «Зона Дальний Восток». Конечно же, тяжело. На каждой игре надо выкладываться по полной. Первую игру, конечно, проиграли, но потом собрались и следующие 3 выиграли. Тренер, он всегда нас поддерживает, подскажет, учит всему. Как второй отец нам. Серебряная медаль – отличный показатель работы тренера и слаженности команды. Сейчас ребята готовятся к новым соревнованиям, ведь уже завтра их ожидает город Якутск, где пройдет чемпионат республики. Александра Цыбикова, Аял Амосов, Нерюнгри. На этом все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.